Всем салам алейкум. Когда у меня спрашивают, кто ближе к башкирам, татары или казахи, тут невозможно ответить сразу однозначно. Дело в том, что вот как пример можно представить так. Вот есть человек, да, у которого два двоюродных брата. Один с отцовской стороны, другой с материнской стороны. И вот у башкир, для башкир, казахи и татары то же самое. Казахи — это как двоюродный брат с отцовской стороны, татары как двоюродный брат с материнской стороны. Да, мы с татарами очень близки. У нас язык на 97% схожий. Мы можем друг с другом общаться без переводчика вполне спокойно. И русские нам вообще здесь не нужны. Вместе мы составляем большие тюркские земли, если еще брать Чуваши, от запада до Урала, да, мы вот это большие тюркские земли, которые населяются тремя народами: чувашами, татарами, башкирами. Татары, я еще раз говорю, нам очень близки, культура очень близка, но здесь надо заметить, что татарская культура к нам стала проникать, интегрироваться, да, в башкирскую культуру после того, как нас отрезали от казахов. До 1735 года башкиры очень тесно контактировали именно с казахами в первую очередь, не с татарами. Поэтому у нас отсюда очень много общего. Это и рода. Да, у татар родов нету. У башкир, как и у казахов, есть рода, и многие одни и те же рода. Допустим, у меня отец из рода Юрматы, а мать из рода Табын. Табын – это одно из сильнейших племен, я знаю, у казахов. У казахов есть такие же рода, как Канлы, как и у башкир, Кыпсак, ну и многие другие, да. Поэтому институт племен практически тот схожий, что у башкир, что и у казахов. Институт батырства, кочевническая культура. У татар этого нету. Татары очень давно отошли от кочевничества и перешли к оседлому образу жизни. Поэтому, конечно же, нас с казахами очень многое объединяет. Казахи нас всегда нам помогали. Раньше, когда башкиры поднимали восстание, они к своим родственникам казахам отправляли семьи, перегоняли скот и могли спокойно поднимать восстание, участвовать в восстаниях, биться против русских оккупантов. В этом казахи нам всегда помогали. Казахи принимали участие в восстаниях башкирских, помогали нам. Башкиры помогали со своими отрядами в войнах с джунгарами казахам. Это есть исторические факты. Конечно же, казахи нам очень близки, это наши братья. И с 1735 года, когда произошла вот эта Оренбургская экспедиция Кириллова, и когда была построена вот эта засечная линия Оренбургская и Челябинская, только после этого контакты между башкирами и казахами начали становиться все меньше и меньше, все меньше и меньше. И на сегодняшний момент я считаю, что, конечно, казахи стратегически важнее и ближе нам союзники, чем татары. Почему? С татарами нам вместе придется отстаивать свою независимость, подниматься на борьбу, на восстание, когда наступит час Х. Но в этом нам может помочь, конечно же, в первую очередь только Казахстан. Почему? Потому что Казахстан — это независимое, сильное государство. Казахстан имеет представительство ООН, где может дипломатически защищать нас. У Казахстана есть своя армия, своя независимая политика. Поэтому, и, конечно же, количество людей Казахстана говорит о многом. Сегодня это 20 миллионов человек. Поэтому Казахстан, конечно же, стратегически для нас самый важный, самый сильный братский союзник. Надеюсь, что доступно объяснил. Всем салам алейкум.